Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Сегодня посмотрим на колоде Таро основные события, а дополнение на цыганской колоде. Итак, карта дня. Восьмерка мечей. Отношения. Работа. Финансы. Итак, карта дня восьмерка мечей говорит о том, что, скорее всего, нам очень не хочется сегодня действовать. Нам не хочется проявлять какую-то индивидуальность, самостоятельность, хочется спрятаться за кого-то, хочется найти оправдание для того, чтобы не двигаться. В общем, здесь у нас может быть такая закрытая позиция в сегодняшнем дне. Карта говорит о том, что это не какие-то обстоятельства, которые нас сдерживают. Это мы сами себе строим такие иллюзии, да, как будто бы мы не можем что-то сделать. То есть такие оправдания себе выстраиваем. Кроме того, карта это требует от нас немедленной деятельности. Она требует немедленно приступить к каким-то важным делам, уладить отношения, сделать какое-то важное дело на работе, заняться финансами, подумать, как нам развиваться, в каком направлении, подумать о том, как проявить свою индивидуальность, чтобы себя уважать, чтобы себя ценить. В общем, многие такие вопросы, они прям кричат сегодня, да, но очень трудно нам сдвинуться с места. Очень хочется спрятаться, ничего не делать, оправдаться, найти оправдание в других людях, в обстоятельствах, в каких-то убеждениях наших и так далее. Или просто сказать, что я не могу, у меня не получается, или еще что-то в этом роде. Да? Восьмерка мечей, она вообще карта очень хитрая. Она астрологически у нас соответствует Юпитеру в Водолее. Юпитер, он все-таки любит комфорт, он любит, чтобы все приходило просто так. А Водолей – это идея, да, когда мы готовы себя как-то в обществе проявить, показать, на что мы способны в плане пользы для других людей. И вот так нам не хочется, в принципе, этого делать, нам хочется отдыхать, расслабляться, нам хочется, чтобы все пришло само. И вот поэтому, конечно, день вот сложный в плане такого внутреннего выбора. Отношения у нас в соответствии с главной картой говорят о том, что нам легче давать распоряжение, чем самому что-то делать. То есть мы, скорее всего, скажем своему партнеру, как ему жить и что ему делать, да, чтобы снять с себя какую-то ответственность. То есть это вот как такое основное проявление. Может быть, будут какие-то важные события происходить в семье, в отношениях, когда нужно будет какие-то важные решения принять, или, может быть, помириться, или, может быть, извиниться. Также карта связана с обрядами, да, может быть, здесь какое-то важное событие, которое нужно закрепить, ну, как каким-то ритуалом, как будто бы, да, вот когда мы, допустим, добиваемся чего-то важного в жизни, у нас есть такая традиция, там, отметить это шампанским или хотя бы кофе, да, выпить в кафе пойти или еще что-то такое сделать, то есть у нас обязательно должно быть какое-то закрепление нашей победы, или нашего достижения, или чего-то нового в нашей жизни. И вот, скорее всего, такой момент будет в отношениях, нужно будет что-то закрепить, что-то отпраздновать, помириться, решить какой-то важный вопрос, обсудить что-то. Может быть, у кого-то возникнет как раз желание самореализовываться, и он будет об этом говорить со своим партнером, с супругом. И здесь уже, вот, скорее всего, нужно будет проявлять настойчивость, решительность, да, потому что, допустим, когда еще какой-то человек у нас вмешивается, нам всегда хочется переложить на него ответственность. Ну, допустим, вот мне супруг или супруга не разрешает учиться, там, куда-то идти, ехать, развиваться или еще что-то такое, поэтому я это не делаю, да, то есть вот есть такое оправдание. Поэтому здесь, конечно, нужно обратить внимание. Для работы здесь выпадает старший аркан тоже, близнецы.
влюбленные. Карта говорит о том, что на работе действительно, может быть, придется делать какой-то выбор. Во-первых, нужно будет все вопросы решать либо в общении с кем-то, либо в общении с коллективом. В любом случае здесь как бы самостоятельно принять решение не удастся. Либо придется сразу 2 проекта брать на себя, либо придется успевать сразу в 2 направлениях какой-то деятельности, да, то есть 2 поручения важных каких-то для вас. В общем, здесь может быть вот как бы такая двойственность. Либо вы никак не можете принять решение оставаться вам на этой работе или уходить, или вы не можете никак принять решение, какой именно проект, какую сферу выбрать, или, может быть, вы не знаете, где бы вы вообще хотели работать, как будто бы вам здесь не нравится, но где себя проявить вы тоже никак не можете решить. И вот такая вот нерешительность, она забирает силы, энергию. То есть карта говорит о том, что сегодня нужно принять какое-то важное решение, связанное с деятельностью. И вам в этом все помогает. Кроме того, если у вас появляется желание выйти на какой-то новый уровень, себя реализовывать, делать, в общем, то, что вам как бы подходит, да, то вам в этом помогает сама жизнь. То есть тут благословение идет от жизни, от судьбы. В финансах выпадает карта, я кверх ногами положила, выпадает карта «Смерть». То есть здесь идет полная трансформация. Скорее всего, вот по этой карте придется взять на себя ответственность за свои финансы. Если что-то не получается с деньгами, нужно себе признаться, что это зависит от нас. Значит, я не выражаю себя в достаточной мере, значит, я чего-то боюсь, не действую, перекладываю ответственность на людей, на обстоятельства и так далее. То есть вот здесь вот может быть действительно произойти сдвиг сегодня в этом вопросе, если, допустим, были какие-то затяжные вопросы, связанные с деньгами, финансами, допустим, не могли получить там суду, кредит, ипотеку, здесь уже все начинает двигаться. В общем, все, что висело, не двигалось, оно начинает как раз получать движение. Если, допустим, были какие-то... Если вот в деньгах было все как бы сложно, непонятно, да, когда не получали какую-то сумму необходимую вам, здесь вот есть возможность наконец этот вопрос разрешить. Ну и вообще вот эта карта чужих денег, карта, связанная с неожиданным приходом денег, карта, связанная с деньгами супруга и там родственников, наследства и так далее. То есть вот здесь вот может быть еще и такой вопрос, связанный с банками, с какими-то деньгами по наследству и так далее, и так далее. Займами, кредитами. Давайте теперь посмотрим, в чем будет удача дня. Посмотрим на колоде цыганской. Так, удача дня — 10 червовая. Проблема дня — валет червовый. И как решить проблему — 7 трефовая. Вот смотрите, удача у нас в 10 червовой, значит, удача как раз в друзьях. Вот смотрите, у нас здесь на работе тоже такой же вопрос, да, когда мы именно опираемся на кого-то, то есть не единолично все решаем, а либо используем чью-то помощь, либо вдвоем что-то делаем, с коллективом что-то делаем и так далее. Если говорить об отношениях, тоже нам здесь нужно как-то объединиться со своим партнером, быть, как сказать, ну, иметь одну цель, иметь одну задачу, да, то есть не перекладывать ответственность и так далее. То есть вот здесь вот самое лучшее, что для нас может быть, это относиться к партнеру как к самому лучшему другу. И с этой позиции будет все правильно выстраиваться. Если мы будем говорить о финансах, тоже здесь вот могут быть деньги других людей, здесь может быть помощь от других людей, может быть, вам нужно будет помочь своим близким или друзьям, да, то есть, ну, в общем, все, что касается дружбы этой темы, в этом удача. Все, что будет у нас касаться какой-то романтики, все, что касается какой-то, может быть, избыточной эмоциональности, да, вот это все будет вредить. То есть сегодня все-таки нужно, чтобы разум нами руководил, тем более у нас карта дня, она как раз с мечами, мечи это и есть разум, да, остальные карты все старших арканов. То есть если мы
будем на все смотреть трезво, у нас как бы не будет проблем, то есть судьба нам помогает. Но если мы добавляем эмоции, если мы добавляем там лени или еще чего-то, в общем, не хотим действовать, да, вот как по этой карте мы говорили, то тогда начинаются проблемы. Что сделать, чтобы не было проблем? По семерке трефовой нужно обязательно правду себе говорить. Если есть какие-то проблемы, нужно их признавать, не нужно отмахиваться, откладывать на потом. Если есть какие-то недоброжелатели, если есть какие-то потери в финансах, в общем, любые какие-то сложности есть, нужно обязательно себе в этом признаваться и брать на себя именно ответственность за то, чтобы это все решить. Даже если мы это делаем при помощи других людей, да, даже если мы решаем свои вопросы не в одиночку, все-таки основная ответственность и инициатива должна принадлежать нам, а потом уже как бы кто хочет нам помочь, тот присоединится. Теперь посмотрим совет. Совет шестерка червовая. Карта говорит о том, что сегодня поможет очень наша мечта, да? Когда мы знаем, чего мы хотим в будущем, к чему мы хотим прийти, какой человек должен с нами рядом быть, как мы сами должны выглядеть внешне, внутренне, какие у нас планы, где мы хотим жить, в общем, чего мы хотим достичь. Если мы это все держим как бы перед собой в уме, да, у нас же разум здесь сегодня за все отвечает, то тогда у нас день пройдет просто замечательно, и мы можем сдвинуться с какой-то мертвой точки. Очень значимый день, когда вот от нас много зависит, от принятого решения. Вот у нас как бы все здесь говорит о том, чтобы мы брали ответственность на себя, если хотим воспользоваться положительными энергиями этого дня. Хотя это будет сделать непросто. То есть все время будет хотеться сбросить ответственность себя на кого-то другого, на обстоятельства, на жизнь, пожаловаться, поныть и так далее. То есть вот этого, конечно, делать не нужно, а просто вспомнить, чего мы хотим, и сделать какой-то шаг за пределы вот этих границ, которые мы для себя установили. И тогда вот этот шаг, он будет как бы началом нашей новой жизни, освобождения такого, когда мы действительно можем почувствовать себя достойно, когда мы можем реализовать себя, когда мы можем чувствовать себя более свободными. Да, вот очень хороший момент. Друзья, желаю вам прекрасного дня, всего вам доброго, до новых встреч.